Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Непредвиденные события, о которых лучше знать заранее. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим, что же такое непредвиденное вас ждет в ближайшем будущем. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какие интересные события. Давно такого не видела. Смотрите, обратите внимание на вот эту горцующую лошадку и на человечка, который ее прям под усы держит. Красота! Это прям замечательно, я вам скажу. Ладно, к этому мы вернемся попозже. Давайте начнем с сегодняшнего дня. Корень рисунка – это недавнее прошлое, сегодняшний день. Смотрите, у вас тут какие-то терни, завалы, неприятности, то вас куда-то тянет, то вы кого-то тянете. Очень много всего навалилось. По вот этой темной птице, да, похожей на какого-то филина, ну, я вам скажу, непростая ситуация, очень непростая. Что интересно, видите вот эту фигурку? Она этого филина держит, да, либо запускает этого филина. То есть в сегодняшнем дне есть человек рядом с вами, человек старше, чем вы, либо, например, должность повыше у этого человека, который специально усложняет вашу жизнь, либо нагнетает всякие нехорошие там моменты в вашей жизни. Вот это все над вашей головушкой летает. Да, мои хорошие, тут какие-то коварные планы, какие-то коварные замыслы у этого человека, но у него либо у нее ничегошеньки не получится. Да, вы пугаетесь, да, вам неприятно, да, в какой-то момент прям страшно становится, да, но ничего плохого не будет. Смотрите, вы одной ногой уже стоите на маленьком таком кораблике, на маленькой такой лодочке. Вы от этого уйдете, уплывете через какую-то поездку, через какое-то движение. Это может быть как конкретно уехать, переехать, так и, например, куда-то поехать, разузнать всю правду, поменять обстановку, разрядить ситуацию, как бы взять себя в руки. У вас получится. Здесь вам этот маленький кораблик, ну, как от ангела идет, да? Вот как высшие вам посылают эту возможность. Избавиться от вот этих угнетателей, вредителей, врагов, я не знаю, кто они вам. Нехороший человек это делает. Нехороший абсолютно. Но ничего, прорветесь, все будет замечательно. Так, здесь у меня женщина с добрыми, хорошими вестями. Женщина владеет какой-то информацией, владеет какими-то, ну, не знаю, возможностями, ресурсами, но она не понимает, что у нее в руках, совсем не понимает. Сидит себе спокойненько, да, и молчит себе в тряпочку. У вас с этой женщиной состоится очень громкий разговор. То есть вы эту женщину прям так в руки, да, потрясете, скажете, как же ты молчала, да, почему же ты не говорила. Вот. А она сидит, руками разводит, говорит, ну я же не знала, что это важная информация, либо это какие-то важные документы. Что-то она вам даст, передаст. Либо это будут какие-то ценные слова, да, ценные сведения, ценные знания, либо это будут какие-то важные документы, которые, ну, вам очень нужны, да, помогут, пробьют для вас путь, пробьют для вас дорогу. Женщина близко. Это может быть мама, бабушка, не знаю, там сестра, тетя, подруга тоже может быть, либо, ну, может быть, я не знаю, там соседка. Какие-то у нее в руках вот ресурсы есть, но она не понимает, что это. Сидит и молчит. Вы, мои хорошие, возьмите, да, расспросите своих знакомых женщин по тому вопросу, который вас беспокоит. Поверьте, обалдеете, когда услышите от них ответ. И есть именно в руках держит. Что в правой, что в левой держит.
помочь вам может. Сидит и не знает, чем обладает. Так, ладно. Здесь вот мужчина у меня какой-то, то ли пьет, то ли гуляет. Ну, в общем, ведет какой-то аморальный образ жизни, как пропащая душа. Просто пропащая душа. Что-то с этим мужчиной будет нехорошее происходить. Нехорошее, прям такое, знаете, накладывается слоями. Одна ситуация, следующая, там, происшествие, какая-нибудь там, не знаю, травма, какие-нибудь там привлечения и прочее, прочее. То есть его ждет какая-то череда больших и малых неприятностей. Это ему за вас, это ему за его распутный образ жизни, за то, что нету над ним, как говорится, ни бога, ни царя. Вот, догулялся. Понимаете, догулялся во всех смыслах слова. Столкнется, и врагу не пожелаешь. Но ему это полезно, очень полезно. Пройдя эти мытарства, пройдя все эти сложные, опасные моменты, человек образумится. Образумится, возьмется за голову. То есть у него прям все поменяется. И внутри, и внешне. Понимаете, совсем другим человеком станет. Уйдет от этих всех загулов, разгулов, от блудной жизни он уйдет. И смотрите, его-то блудная жизнь-то держит, да, а он вырывается, говорит, все, оставьте меня, я к ней хочу, я к ней пойду. Это может быть как и ваш мужчина, так и, например, сын, брат, отец может быть, да, какой-то вот ваш мужчина. К вам вернется другим человеком. Вам, мои хорошие, главное его не пинать прошлым. То есть не говорить, а ты там гуляка, а ты там то, а ты там алкаш. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Пришел, покаялся, можете принять, принимайте. Вот. Но тыкать его носом в прошлое, ставить на него крест, там, клеймить его и прочее не надо. Не надо. Это, во-первых, не принесет никакой пользы. Это только может навредить. Навредить и вам, и ему. И потом, знаете, как и неудобно будет, и стыдно. Ну, не надо, в общем, девочки, не надо. Еще раз говорю, можете принять, принимайте. Можете забыть то, что он там вытворял, учинял. Забудьте, примите, откройте сердце. Понимаете, что нет, не прощу никогда. Ну, так ему и скажите. Извини, я не готова. Я не готова с тобой это обсуждать, да, я не готова об этом вообще вспоминать, не готова общаться с тобой. Вот так правильно поступить. Но человек становится на путь исправления. Даже не просто становится, он уже по этому пути идет, другим станет, 100% другим станет. Так, идем дальше. Здесь вот женщине с ребенком, женщина, ребенок, возможно, даже животное какое-то у вас есть, либо у вас несколько детей, потому что вот маленький совсем малышек тут обрисовался. Это может быть как и лялечка, так и действительно животное, которое вы тоже любите, как члена семьи, да, как того же ребенка любите. Вот женщине с двух сторон будет оказана помощь. Помощь, причем, я не знаю, материальная, финансовая, может быть, как жилищные условия. Женщине помогают. Помогают, и женщина вот довольна, ребенок очень доволен. Прямо, смотрите, попрет, колосочек вам выходит. Помощь будет не одноразовая, она будет поэтапная, постепенная, там, дозированная, но она будет приходить. Вот, есть на что опереться. Смотрите, как у женщины прям и плечи расправляются, и вера в будущее появляется. Жизнь налаживается. Вот кто, девочки, одна с детьми, с ребенком, наладится, 100% наладится. Смотрите, очень высокий человек на вас обратит внимание. Это, кстати, может быть и какой-то начальник, там, руководитель какой-то организации, может быть чиновник, да, там, депутат какой-нибудь. Вот, от него пойдет и еще. И еще тоже может быть какая-то организация, либо волонтеры, какие-то люди, да, будут помогать. Все хорошо, вы выберетесь из своего плачевного положения, ситуации. Все это закончится. Помощь будет. Так, идем дальше. Тут два сердца у меня бьются в унисон. Два сердца. Прям у кого-то любовь любовная, страсть страстная. Причем как-то быстро это все произойдет. Может быть, у вас сейчас симпатия с этим человеком, но вы не идете на сближение. Там кругами вокруг друг друга ходите, присматриваетесь. И тут будет вспышка, искра, и все. И понесло. Голову напрочь оторвет. Вот прям в любовь уйдете и ни о чем думать другом не будете.
Так, а у кого-то отыграется, что вот как-то резко вы с человеком знакомитесь, вот в один момент, да, буквально вот сегодня познакомились, а завтра, послезавтра уже все, вас друг от друга не оторвать, не отлепить. Да. Но здесь вот и мужчина, и женщина голову от любви теряют, понимаете, взаимно, взаимно. И кроме как о любви ни о чем другом думать не могут. Страстная любовь идет, страстная такая прям яркая, настоящая любовь идет. Ух, драйв. Так, еще. Девочки, кто в паре в браке давно. Вот у вас то ли кума, то ли подруга, может она и кума, и подруга, какая-то женщина все время вот прям наряжается, там это оголяется, ну, неподобно себя ведет, да, она немножко такая гулящая женщина, ну, зато веселая, вы с ней давно дружите, там, глаза закрываете на ее всякие там повадки. Смотрите, как бы она свои липкие ручки к вашему мужу не протянула. Тут либо к мужу может потянуть, либо, не дай бог, еще и к сыну, например, если сын взрослый. Ну, взрослая тетка, знаете, и соблазнить может, да? Чтобы потом не было неприятных последствий. Не знаю, то ли она уже себе это задумала, придумала, и нам тут четко показали, либо может быть какая-то спонтанная ситуация, да, там выпившая придет, либо у вас какой-то праздник, мероприятие, она там выпьет и давай к мужчинам так вашим приставать. Ой. Ну, вы ей либо не наливайте, либо вы ее вот, ну, как предупредите и скажите, что вот ты-то гулящая, но это твое-то дело, да? Я тебя вот любой люблю, и гулящий, там, и скромница, и прочее. Но вот если ты вот полосочку вот эту вот перейдешь, да, вот эту черточку, которую я вот тут обрисовала, защитную вокруг своих мужиков, ну, поломаю тебя на 3-10 частей, поломаю. Вот. Вы ее так предупредите. Вроде как и дружите, и вроде она сама по себе неплохая. Но вот есть в ней какое-то, да, нехорошее слово. Ну, в общем, любит она с мужчинами проводить время, да. И особенно, когда выпьет, вот ей как бы все равно, да, с кем. Лишь бы мужик рядом был. Девочки, ну тут четко показали, я ничего сделать не могу. Возможно, кому-то очень важно об этом узнать, чтобы и семью сохранить, и подругу не потерять, да, куму не потерять. Так, предупреждайте. Вам важно вот эти границы расставить, да, чтобы она для себя понимала. Так, еще. Ну, здесь какая-то награда вам идет. Вас ждет какая-то награда. Эта награда может быть и, ну, вот как физически выраженная, то есть действительно вот медальку вам на шею повесят, грамоту дадут. И также это может быть награда, которая высшими отпускается. За страдания, за потери, за какие-то лишения даже, возможно. Либо за ваши хорошие, добрые поступки. Знаете, как будто бы накопилось, и вы должны получить. Может быть, вы сотрудник года, да, вы весь год пахали, все на вас держалось, и вам даже спасибо никто не говорил. Вот. И ваш начальник понимает, что если я и буду дальше так молчать и не буду отмечать моего сотрудника, она же от меня уйдет, да, либо он от меня уйдет. А здесь вот прям награда, и денежку дадут, и, я не знаю, там, руку пожмут, при коллективе похвалят, возможно, там премию вам выпишут, да, вот какое-то отличие будет. Если мы говорим о высших силах, ну, во-первых, за вами прям целый шлейф очень хороших дел, очень хороших поступков, и мысли у вас светлые. Вот. Плюс я вижу, что есть дырочки, вот болезненные дырочки. Их надо закрыть, чтобы был баланс. Вот. Эта награда придет в каком-то вашем желании, в какой-то вашей мечте. Возможно, вы чего-то очень хотите, к чему-то очень стремитесь, о чем-то просите, мечтаете. Вот помогут исполниться. Помогут, либо дадут возможность исполнить так, как именно вы хотите. Но в любом случае это прекрасно. Это прекрасно, это заслуженно, и это не просто так. Вы этого достойны, вы это заслужили. Так, ну теперь давайте повернем к нашему главному рисунку. Но я кого-то из вас очень поздравляю, вас, либо ваших там, мужей, жен. Это работа. Это работа, причем работа совершенно новая. Ну, по этой прекрасной лошадке. Это не просто работа, это дело всей вашей жизни.
Ну, у кого-то прорыв ждет. Прорыв, повышение, высокая должность. Знаете, как схватите вы эту свою лошадку, схватите ваше, никуда от вас не уйдет. А у других отыграется это прорыв в том деле, чем вы занимаетесь. Возможно, вы бизнес ведете, возможно, вы какую-то деятельность организовали, а результаты, ну, такие, знаете, плюс-минус, кое-что. Да? Вот по этой лошадке идет какой-то сумасшедший прорыв, причем не просто вот даже прибыль там увеличится, либо начнет поступать. Здесь еще и какое-то особое ваше место, ну, среди других людей, да, среди там конкурентов, в этой среде, в этом виде деятельности. Но высокое место, вы как выше всех, да, на каком-то определенном уровне, статусе находитесь, недосягаемый для других людей. Так, это, конечно, прекрасно, но может быть и зависть, да, вам могут очень завидовать. Хоть вы это все заслужили, хоть вы всего этого достойны, и люди это понимают, но все равно завидовать могут. Здесь нужно будет предпринять какие-то меры, там, поставить на себя защиту, сделать оберег. Если есть возможность, да, если есть возможность поменьше распространяться о том, что вы делаете, как вы делаете, с кем вы там работаете, сотрудничаете, да, чтобы поменьше люди вот прямо каких-то тонкостей вашего дела знали. Так, и, конечно же, если у вас будет персонал, да, вот ваши сотрудники, подбирайте с умом, чтобы не предали, чтобы не подставили, чтобы не подпортили. Знаете, тут и подкуп может быть, да, конкуренты могут подкупить, чтобы вам там запороли что-нибудь и таким образом попытаться от вас избавиться. Конкуренция прям будет. Будут ручки жадные к вам тянуть, и глаза завистливые будут на вас смотреть. Но, мои хорошие, это не повод для того, чтобы отказываться от своего прорыва. Вы очень долго шли к этому прорыву. Очень долго. Вот. Получится. И смотрите, вы на коне, и у ваш конь, он, смотрите, все выше и выше поднимается. Здесь надолгую идет, надолгую и успешно. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.